В Анкаре завершился форум «Культурно-гуманитарные связи крымско-татарских организаций Республики с соотечественниками в Турции». С уважением относимся к Турции. Рассчитываем, что и к нам тоже будет такое же отношение, в частности, к волеизъявлению крымчан, которые приняли решение объединиться с Россией. Мы рассчитываем на это, уверены, что путем вот этих наших мероприятий, в том числе, мы сможем этого добиться. Участники форума не только обсудили достижения в различных сферах, но и поставили новые задачи, которые плодотворно повлияют на еще большее сближение стран. Я считаю, встреча и в целом форум прошли плодотворно. Нам все очень понравилось. Крымско-татарский театр бесподобен. Надеюсь, наша связь будет еще ближе, а такие встречи будут чаще. Президент Ассоциации тюркских бизнесменов мира Генджихай Тунай дважды посетил Крым после воссоединения полуострова с Россией. Надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российским Крымом. Мы очень рады нашим гостям. Мы сделали очень важный анализ, политический, в отношении Турции и Крыма. Наши межгосударственные хорошие отношения Турции, России и Крыма не удастся никому испортить. Мы счастливы встречать вас и надеемся на скорой встрече. В рамках форума участники обсудили культурные точки соприкосновения России и Турции. Мы третье поколение Белой армии. Мы приехали сюда 100 лет назад и поселились в Анкаре. У нас есть турецкие паспорта. Здесь, в Анкаре, мы создали 7 культурных центров. Здесь есть крымский уголок, который вызывает огромный интерес среди туристов. Здесь, в Турции, часто бывают дни крымско-татарской культуры. Мы вместе поем, танцуем. Такие мероприятия всем по душе. Делегации провели экскурсию по самым значимым историческим местам Анкары. Напомню, форум «Культурно-гуманитарные связи крымско-татарских организаций Республики с соотечественниками в Турции» стартовал 10 декабря. Такие встречи с соотечественниками являются традиционными. Планируется и далее развивать и укреплять гуманитарные и культурные связи между Крымом и Турцией.